алейкум, урмитли дилейджилер. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Куреш, рубрика «Обзор прессы» и я, Светлана Лейла. Украина и Турция начали сотрудничать в оборонной сфере. Укроборонпром сообщается на сайте Крым Реалии. Украинская государственная фирма «Укрмаш», которая входит в концерн «Укроборонпром», подписала соглашение с турецкой фирмой «Хавелсан Хава Electronics АНАИ» о сотрудничестве по производству пассивной радиолокационной станции. Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома. Как сообщается, соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках специализированной выставки «Оружие и безопасность-2016» в Киеве. От украинской стороны соглашение было подписано генеральным директором «Укрмаш» Сергеем Слюсаренко, от турецкой – первым заместителем главы управления фирмы «Хавелсан Хава Electronics АНАИ» Танерком Ювенчи. Сегодня между Украиной и Турцией впервые был подписан подобный договор, который предусматривает взаимодействие государств в оборонной сфере. Сотрудничество с Турцией не только позволяет получить гораздо более прогрессивный продукт, но и открывает новые рынки, в том числе стран НАТО, подчеркнул Слюсаренко. МИД Украины. Преследование крымских татар. Целенаправленная политика. Сообщает события инфо. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Бетца назвала преследование крымских татар в Крыму целенаправленной политикой оккупанта. Преследование крымских татар – это целенаправленная политика оккупанта. В очередной раз требуем прекратить нарушение прав человека, написала Бетца у себя в Твиттере. Напомним, 12 октября в селах Строгановка и Каменка, расположенных в пригороде Симферополя, российские силовики провели обыски в домах крымско-татарских жителей. После обысков в домах мусульман силовики задержали 5 человек по подозрению в связях с запрещенной в Российской Федерации организацией Хизбут Тахрир. Общественное движение «Безим Баллар» будет помогать детям задержанных крымских татар, сообщается на сайте Куреш.Инфо. Вчера, 12 октября, в оккупированном Крыму в селе Строгановка и микрорайоне Каменка Симферопольского района прошла волна обысков в домах крымских татар, в результате которых российские силовики увезли в ФСБ 5 крымских татар. Лутфия Зудиева написала на своей странице в Facebook имена соблюдающих мусульман, многодетных отцов, которым в дома ворвались российские силовики. У Тимура Абдуллаева 5 детей, у Заира Абдуллаева 4, у Эмиля Джамадинова 3, у Рустема Исмаилова 3, у Эдера Салединова 4. За последние 2 года многодетные террористы стали трендом в Крыму, написала Лутфия Зудиева. Таким образом, 19 детей остались без отцов. Учитывая данный факт, участники общественного движения «Безим Баллар» пообещали опекать детей задержанных мусульман. Об этом на странице Facebook написала крымская журналистка и основатель данного движения Лиля Буджурова. Больше новостей на сайте Куреш.Инфо. Это была рубрика «Обзор прессы» и я, Светлана Лейла. Данная программа выходит при поддержке Международного фонда Відродження. Оставайтесь с нами.